Ингушетия в числе регионов, где процент явки избирателей, как правило, один из самых высоких по стране. Это не только заслуга избиркома, но и агитационная активность самих политических партий, деятельности которых и посвящено совещание. Впрочем, на повестке дня еще один важный вопрос. Предстоящие выборы президента страны, которые пройдут в 2018 году. К избирательной кампании в масштабах всей страны в избиркоме уже сейчас готовятся усиленно. Выборы президента Российской Федерации начинаются в декабре, в пределах 7 по 18 декабря должны быть назначены выборы. Голосование состоится 18 марта следующего года. Ну, естественно, не все партии смогут выдвинуть своих представителей там, но это не значит, что партии, которые не участвуют в выборах президента России, что они не участвуют и в остальных общественно-политических вопросах. В регионе до недавнего времени насчитывалось свыше 50 политических блоков. Некоторые из них прекратили свою деятельность из-за ужесточения контроля избиркомов в плане предоставляемых отчетных данных. Из-за несвоевременной сдачи документов или вовсе игнорирования этих требований теперь будут применяться меры, напоминает председатель регионального избиркома. Представители Минюста также подтверждают возможность ликвидации отделения партий. Мы уже работаем по последним 3 годам. 15, 16 и 17 год включительно. То, что мы тогда еще не делали. Так, Союз труда 4-й квартал 15-го, 2-й, 3-й, 16-го года. Партия Роста, Альянс Зеленых, За справедливость, Аграрная партия, словом, больше 10 политблоков, в деятельности которых выявлены некоторые нарушения, за которые полагаются как штрафы, так и более жесткие меры, коснулись на встрече и изменений в законодательстве. Так, теперь избиратель сможет голосовать в том месте, где он находится, независимо от того, где зарегистрирован. Делается многое для того, чтобы облегчить работу и комиссиям, и наблюдателям, которые будут находиться на участках в день голосования. Составление протоколов в печатном виде и видеонаблюдение на избирательных участках также выносится на повестку дня в целях устранения возможности подделки документов. А завершая встречу, собравшиеся договорились на дальнейшее плодотворное сотрудничество и устранение всех нарушений в самые кратчайшие сроки. Тамерлан Хамхоев, Магомед Урусханов, Новости 24.